Доброе утро, наши самые ранние телезрители! Я, Амулан Гурупшурова, рада приветствовать всех, кто прямо сейчас находится у своих экранов. Надеюсь, каждый из вас пребывает в добром здравии и рад встретить новый день вместе с национальным телевидением Калмыкии. И для начала предлагаю зарядиться положительной энергией и позитивом с фитнес-тренерами. Здравствуйте, меня зовут Кермен, я инструктор Порт-де-Бра. Порт-де-Бра – это грация, это здоровая спина, это свежий взгляд на мир. Порт-де-Бра – это сплошное вытяжение. Порт-де-Бра также есть партер на полу, есть мячи, бол и ленты, дент. Сегодня я вам покажу с лентами. Ленточку кладем вот так вот на пол и придерживаем ее ногами. И здесь на руки, на ладонь и большим пальцем. Все, ленточка должна быть в натяжении, не слишком туго и, короче, в общем, комфортно. Начинаем. Правой рукой тянем, контролируем ленту все время. Здесь у нас поясница, спина прямая, живот в тонусе, плечи внизу. Хорошо, две руки. Когда мы натягиваем ленту, это хорошо для мышц. Разрабатываются руки, плечи, спина. Округляем спину. Оставляем ленточку в левой ноге. Хорошо. Ротация. Хорошо. Также мы можем ее использовать вот в таком положении. И хорошо для спины. Вдох-выдох. Тело собрано всегда, плечи внизу. Здесь округляем спину. Повороты, наклоны. Лента в легком натяжении. Стоим. Всех жду на своей тренировке Порт-де-Бра. Порт-де-Бра – это самое эстетическое направление, самое здоровое. Приходите. Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье труднее, говорила французская модельер Коко Шанель. Если в вашем гардеробе много вещей, но вы не знаете, что надеть, наш стилист расскажет о том, что сейчас в тренде. Передаю ей слово. Доброе утро, друзья! С вами Карина, и сегодня я вам расскажу про летний капсульный гардероб. Для начала я вам расскажу, что такое капсульный гардероб. Капсула, она бывает разная, в основном сезонная, бывают круизные, капсулы на отдых, то есть капсула – это те вещи, которые между собой сочетаются все. Взять какие-нибудь джинсы, шорты, любую футболку, она должна между собой сочетаться. Сейчас на примере мы вам покажем на нашей модели. Посмотрите, вот такой вот замечательный базовый летний костюм. Широкие брюки, объемная футболочка. Сейчас мы снимем футболку, наденем другую из нашего капсульного гардероба, и вы уже увидите, какой абсолютно другой образ у нас получится.
пока наша модель переодевается, я вам покажу составляющие нашего капсульного гардероба. В первую очередь, это, конечно же, вот такие вот шорты. Когда вы выбираете джинсовые шорты и вообще любой деним, обращайте внимание на то, чтобы они были однородного цвета, никаких потертостей, ничего не было. В данном случае у нас шорты на высокой посадке, и они не приталенные. Очень актуальный крой данного сезона. Дальше, конечно же, это тоже джинсы. Джинсы должны присутствовать в каждом гардеробе. Здесь я тоже выбрала для вас более такой светлый деним. Очень актуальный крой здесь идет в стиле wide leg, что означает широкая нога, и с классными разрезами по низу. Ваши джинсы могут быть абсолютно любыми, это просто я такие выбрала. Конечно же, белая футболка, она тоже может быть любого кроя, крой, который вы любите носить. Белая рубашка, однозначно. Рубашку тоже выбирайте под себя, просто чтобы она была белая. Смотрите там сами, как вам нравится. Однозначно тоже трендом, хитом этого сезона являются бельевые платья. Вот такие вот сарафаны, мы их стилизуем по-разному, и сегодня мы вам обязательно покажем. Дальше это, конечно же, платьишки. Платья могут быть тоже разные. В данном случае я выбрала цветочный принт с актуальными резиночками на плече. Вы можете спускать, поднимать, носить тоже по-разному. Очень красивое такое, классическое платьишко на лето. Джинсовая куртка, чтобы вечерами накидывать прохладным вечером, я выбрала белую. У вас она может быть любая. Просто выбирайте всегда более или менее актуальный крой. И вот такая вот кроп-футболочка с очень классным, актуальным квадратным вырезом. Эта модель идет более приталенная, под широкие низы в основном их надевают. Дорогие друзья, встречаем нашу модель. Смотрите, мы поменяли здесь верх. Сняв кофточку от костюма, мы надели нижним слоем белую футболочку и сверху белую джинсовую курточку. Тем самым, обратите внимание, мы тоже сняли каблук, это уже смотрится более повседневный образ. Сейчас мы для вас снимем что-нибудь еще интересное. Итак, обратите внимание, что на нашей модели та же самая футболочка. Поверх футболки мы надели вот это вот бельевое платье. Очень актуально и стильно смотрится. И сюда мы добавим аксессуар в виде ремня, который будет отлично сочетаться с нашей обувью. То есть грубая обувь, грубый ремень. Мы добавили сюда ремень. Посмотрите, это очень красивое такое стильное решение. Не совсем банально, во-первых, это смотрится. Ну и в повседневной носке вполне так применяйте. Если вечером прохладно, вы можете накинуть ту же самую белую курточку. Ну что ж, друзья, мы приготовили для вас третий образ. Здесь у нас уже получилась такая более летняя многослойность, где нижним слоем нам служит тот самый кроп-футболочка, та самая с квадратным вырезом, и сверху, как верхний слой, мы надели белую рубашку. Снизу у нас шорты. Обратите внимание, шорты очень актуального кроя, они должны быть широкие и самая классная длина. Смотрите, к этому образу мы точно так же можем снять шорты и надеть сюда джинсы. Это тоже будет очень классно, круто и актуально, например, вечером. Сейчас мы покажем для вас еще один прекрасный образ. Следующий образ у нас для вас получился более романтичным, потому что здесь мы уже надели красивое нежное платье, поверх надели курточку. Это платье вы можете носить как на плече, но за счет вот этой прекрасной резиночки вы можете плечо опускать, и у вас будет вот такой вот красивый эффект голых плеч. На этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Я надеюсь, что наша рубрика была вам очень полезна, вы будете ее применять. Встретимся завтра. Всем пока-пока. Доброе утро, друзья! С вами «Утро Калмыкии». Сегодня у нас в гостях Манжиков Владимир, призер республиканского турнира по шахматам. Доброе утро! Доброе утро, Ксения! Я очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, как начинается твое утро? Мое утро начинается с того, что я просыпаюсь и обязательно выпиваю 1-2 стакана воды. Возможно, делаю зарядку. Часто бывает, что я, чтобы взбодриться, чтобы размять мозги, захожу на шахматный сайт онлайн в интернете и пропускаю партию, вторую там. Ты учишься, верно? Да, перехожу в 11 класс.
Чем ты занимаешься в свободное от учебы время? Ну, провожу время с друзьями, уделяю внимание близким. Также я люблю помузицировать иногда и поиграть в шахматы. На протяжении 7 лет ты ходил в музыкальную школу. Расскажи немножечко об этом. Да, в первом классе меня дали в музыкальное училище, но так получилось, что уже с 3 класса у меня начало оставаться мало времени, потому что шахматы начали занимать все больше и больше места в моей жизни. И в 7 классе я с усилиями окончил все-таки музыкальное училище. Тебе посчастливилось аж 4 раза побывать в Артеке. Расскажи про свои впечатления. Ну, это были непередаваемые ощущения для меня. Артек для меня стал родным местом. Я, можно сказать, помню лица и имена каждого из моих сотрудников, из частички моей семьи маленькой. Артек, я считаю, это хорошая возможность проявить себя для тех, кто участвует в мероприятиях, всяких там конкурсах. Существует определенная система авторизированная Артек, что можно заполнить свой электронный профиль, и там будут подсчитывать баллы, исходя из своих грамот, из количества и качества. Собственно, так я и попал в Артек 4 раза. Стоит учитывать и то, что эта программа, она очень хороша для тех, у кого нет средств попасть в Артек платно. Потому что путевка в Артек стоит 80 тысяч. Получается вот так. А также я слышала, что часто в Артек приезжают знаменитые люди, с которыми можно пообщаться вживую. Расскажи об этом. Ну, конкретно на мою последнюю смену к нам приезжал Михаил Галустян, но он особо много и не проводил с нами времени, ни с кем. Он приехал как просто звезда. Но под конец смены, последний день, у нас по программе «Звездный вожатый» был вожатым российский исполнитель Денис Майданов. Он провел с нами полдня. С нами он занимался тем, что рассказывал, давал советы по музыкальной индустрии, как войти в этот путь, как нам обосноваться. А также он с нами и пел, музицировал. Значит, тебе удалось с ним пообщаться вживую? И не только. Мне удалось с ним даже спеть одну из его песен. Ничего себе, расскажи об этом. Там была его гитара, с которой он отправлялся в тур по всей России. И каково было мое удивление, когда я понял, на чем я играл, собственно. Значит, Артек – это хорошая возможность проявить себя. А удалось ли тебе познакомиться с новыми людьми? Да, я познакомился с очень многими классными людьми. Не только со своего лагеря, также и с морских отрядов других лагерей. Я сам, собственно, был в морском отряде. Там у них собственная программа. Ходит поверье, что морские отряды всегда в Артеке считаются больше, чем просто отряд. Там всегда становится семьей. Я сам испытал это на себе. В Артеке, как я тебе уже говорил, есть морские отряды. И у каждого, соответственно, лагеря есть свой, соответственно, морской отряд. Под конец смены обычно бывает морбитва. Это соревнования между морскими отрядами всего Артека. И так получилось, что там был этап «Флажный семафор», и я был отобран в качестве основного семафорщика. И в Артеке и без того загруженный день, в Артеке и без того свободная минута появляется очень редко, но так как ты этапник, у тебя времени еще меньше. Получается, в 7:30 обычно подъем у всех ребят, а мы вставали в 6:20 с моим напарником Мишей и шли на улице, пока все спят, семафорили красными флажками, тренировались каждый день. И также и после отбоя. Если отбой у всех 22:30, то мы шли спать где-то 11:30 или 12 ночи. Семафорили мы и в дождь, и в жару. Там, пока все отдыхают, там бывает, играют на гитаре в корпусе, мы стоим с моим напарником Мишей и занимаемся по жаре. Но мы потратили на это вообще очень много усилий, терпения, нужно было очень много приложить. Но каково была наша радость, это можно сравнить с эйфорией, когда мы уже отсемафорили свое на соревнованиях, стоим, ждем результатов, друг друга утешаем, там, не знаю, беспокоимся. И тут нам кричат: семафор, первое место, речной. И мы прям
в груди все сжимается, прям перемыкает. И, ну, конкретно у меня все перевернуло внутри, перевернулось. Я понял, что это все было не зря, все эти часы тренировок. А в Артеке там же принимают участие в различных конкурсах. В каких тебе удалось поучаствовать? К сожалению, там множество конкурсов было отменено из-за коронавируса, из-за волны. Соответственно, это турнир по шахматам, общеартековский. Обычно там отбирается по 2 человека от лагеря, ну, конкретно там речной, лазурный, кипарисный, там их 9. И они соревнуются за первое место. Ну, также у нас там были соревнования по плаванию. Там еще много чего, настольный теннис. Но все это, как я уже говорил, было отменено из-за коронавируса, к сожалению. А ты также занимаешься и музыкой. Расскажи, удалось ли тебе проявиться в Артеке именно в музыкальной части? В Артеке я познакомился с 3 ребятами из Республики Коми, город Сыктывкар. И так получилось, что они играют в группе. У них есть своя группа, и они выступают там конкурсы по России. Но вышло, что из группы из 5 человек смогли в Артек пойти только 3. Им нужен был как минимум 1 человек. И мы познакомились вот на базе Артека в Симферополе еще. Мы до Артека еще не доехали. Они там ходили, каждого спрашивали, там, умеешь ты играть на бас-гитаре? Там? И наткнулись на меня. Ну, мы с ними разговорились, я говорю, да, я умею. Вот у меня там гитара лежит вообще на улице, можем пойти поиграть. Пошли, познакомились, поиграли. Но они говорят, ну и что, ну идем, встретимся, типа. Я говорю, спрашиваю, а вы в каком лагере, соответственно, собственно, да. Они говорят, в речном. И получилось так, что я тоже в речной попал, и мы попали даже вместе в один отряд, и выступили на гала-концерте, общее лагерном событии, взяли гран-при. Я вас поздравляю. Спасибо. Я там был в качестве ритм-гитары. Ребята талантливые очень попались. Думаю, не случайно здесь у нас гитара. Давай что-нибудь споем для наших телезрителей, чтобы поднять им настроение. Провожу тебя до лифта, я обниму. Твоей матери не нравлюсь, по-моему. Придумай, где ты была все 4 дня. Соцсеть замаскируй, не давай меня. Спину видят, нам попадет поровну. Хорошо, что окна в другую сторону. Плохо, что наше с тобой время истекло. Я иду домой, уже совсем светло. Это не 1 и не последнее утро. Я тебе подарю, слишком молодой, чтобы вести себя мудро. Я знаю, что говорю, это не 1 и не последнее утро. Никто не обнимет ты, подозрительно мудрый для молодых. Это не 1 и не последнее утро. Спасибо большое. Не за что. Пожалуйста. Спасибо большое. Это вам спасибо. Владимир, у тебя есть хорошая возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Доброго вам утра. Желаю вам счастья, здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. И чтобы все ваши мечты сбывались. Привет всем, кто только проснулся и присоединился к нам. Здоровый завтрак заряжает нас энергией на целый день. Завтрак на ходу или его отсутствие – это плохое решение, даже в том случае, если ваш день расписан по минутам. Поэтому прямо сейчас смотрите рецепт завтрака и уделите время его приготовлению. Приятного аппетита! Доброе утро! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем готовить пышный блинчик с начинкой. Для приготовления нашего завтрака нам понадобится 2 яйца, сахар, сметана, мука, разрыхлитель для теста, и для начинки нам понадобится арахисовая паста и банан. Начнем готовить наш завтрак. Разбиваем яйцо. 2.
хорошенько их взбиваем. Мы взбили наши яйца, а сейчас добавим сметану. Сметаны нам понадобится немного, вот так 2 чайные ложки будет достаточно. Сахара по вкусу, хотите сладкий, добавьте побольше. Я добавлю тоже 2 чайные ложки. Вместо сахара можно добавить заменитель, либо тростниковый сахар, как вы любите. И муки тоже чуть-чуть. Все это мы перемешиваем. Сейчас мы будем добавлять разрыхлитель теста. 1/2 чайной ложки. Снова перемешаем. И думаю, можно разогревать нашу сковороду. Наша сковорода раскалилась, и мы добавим немного растительного масла. Капельку, чтобы не пригорел наш блинчик. Накрываем это крышкой. Накрыли крышкой и ждем появления золотистой корочки. И наш блинчик должен быть пышненьким, он поднимется немного. И небольшое примечание. Пока наш блинчик не поднимется и не станет пышным, не поднимайте крышку. А пока мы будем нарезать банан. Нарезаем банан на маленькие кружочки. Сейчас посмотрим, приготовился ли наш блин. И еще одно небольшое примечание, что мы обжариваем его только с одной стороны. О, поднялся. Ну что, наш блинчик готов, и предлагаю начать делать начинку. Начинка у нас будет из арахисовой пасты и банана. Очень вкусно пахнет. Арахисовая паста просто очень ароматная. Вот так щедро размажем ее. Ну что, теперь мы выкладываем наши бананы, но выкладываем не полностью на весь блинчик, а только на половинку, потому что мы будем его складывать. И у нас получится такой сэндвич. Этот завтрак, думаю, очень понравится вашим деткам. Предлагаю разрезать наш блинчик и посмотреть, какой он у нас внутри. Вот, довольно симпатично и очень вкусно. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита! Доброе утро, наши уважаемые телезрители! Доброе утро всем, кто смотрит нас в этот час! Сегодня мы находимся в Национальном музее имени Пальмова, где проходят различные выставки. С ними подробнее вас познакомит Эльзята Монтаева, экскурсовод этого музея. Передаю ей слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Национальном музее Республики Калмыкия имени Николая Николаевича Пальмова. Перед вами новая уникальная выставка «Степь как жизненное пространство». Территория Калмыкии – это настоящий музей под открытым небом. Когда-то через данную местность проходило множество народов – кемерийцы, скифы, сарматы, гуны, хазары, печенеги и половцы –
Данную выставку открывает уникальная археологическая карта Республики Калмыкия. Карта была составлена группой калмыцких ученых, доктором исторических наук Очергаряевой Марией Александровной и Кикеевым Эрдни Анатольевичем. На нашей выставке присутствует раздел «Животный мир Калмыкии». Конечно же, в центре нашей выставки гордость и краса калмыцкой степи сайгаки, которые являются современниками мамонтов и, несмотря на их тонкие ножки, могут развивать скорость до 80 км в час. А нововведением нашей выставки являются сенсорные экраны и электронные книги. Экспозиция состоит из нескольких частей. В первом зале археология калмыцкой степи, далее у нас присутствует карта айратских кочевий. Кроме того, у нас присутствует раздел «Калмыкия в изобразительном искусстве». Мы попытались воссоздать знаменитую встречу известного императора Петра I с правителем Аюкой. Данная встреча произошла в 1722 году, и, как свидетельствуют очевидцы, когда два великих государя подошли навстречу друг другу, Петр I подарил Аюке-хану прекрасную золотую саблю. Аюка-хан приказал лучшим своим лучникам выпустить стрелы. И вокруг двух великих правителей образовался символ единства – круг. На что Аюка-хан ответил: «Эти сабля и стрелы всегда будут служить на поражение врагов России». А известный шотландский путешественник и врач Джон Белль отмечал: «Сей договор между сей правителями был заключен в гораздо меньшее время, нежели наши полномоченные тратят на обед». В экспозиции присутствует реконструкция калмыцкого жилища Ишкягере. Дословно переводится как «войлочный дом», состоит из деревянных решеток термы, деревянных жердей унин и дымохода харачи. Мы попытались воссоздать интерьер картины известного французского художника Жан-Пьер Муане «Калмыцкая принцесса». В XIX веке Жан-Пьер Муане посещал калмыцкие кочевья и изобразил дочь калмыцкого князя Тюменя. Конечно же, мы не могли не представить раздел, посвященный героическому эпосу «Джангар». В центре выставки находится уникальный экспонат «Эпос Джангар», изданный в Москве в 1940 году. Прошел все ужасы войны и, несмотря ни на что, не потерял ни одной страницы. В экспозиции присутствует и калмыцкая национальная одежда, мужской национальный костюм, обязательным элементом которого являлся головной убор махла. И здесь мы можем увидеть знаменитую красную кисть улан-зала. Как уже отмечалось ранее, нововведением нашей выставки являются сенсорные экраны. На данном экране можно узнать более подробную информацию о музыкальных инструментах, а также пройти увлекательную викторину на тему «Национальные инструменты калмыцкого народа».
вами находимся возле раздела «Калмыкии в изобразительном искусстве». В центре выставки находится та самая картина французского художника Жан-Пьер Моне, интерьер которой мы попытались воссоздать. Обратите внимание, также в верхнем углу у нас присутствует изображение известного калмыцкого художника Федор Калмык. Федор Калмык является одним из лучших европейских художников. Предположительно, родился в 1756 году, однако точная дата рождения и даже место рождения живописца неизвестны. В 1771 году, во время откачевки части калмыков в Джунгарию, мальчика схватили казаки, и впоследствии он был определен в Санкт-Петербург, где был крещен и получил новое имя Федор. Императрица Екатерина II подарила мальчика баденской графине Дармштадтской, и Федор был увезен за границу. Первоначально предполагалось, что Федор будет обучаться медицине. Однако вскоре у него обнаружили талант к художественному мастерству. В одном городке Германии ему поставили памятник, а известный писатель Гёте отмечал: талант Федора Калмыка будоражит умы. Не менее известным живописцем, выходцем из калмыцких степей, является Алексей Егорович Егоров, мастер исторической живописи. Его учениками были такие знаменитые художники, как Карл Брюлов, Макаров. Илья Ефимович Репин также в своем творчестве обращался к калмыцкой теме. В своих заметках Репин отмечал: «Калмык и лошадь – одна душа», имея в виду воинственность калмыцкого народа. Известный историк Георгий Прозрителев как-то сказал: «Не может быть забытый калмык, как сын великой страны, во благо и единство которой он проливал свою кровь». Мы с вами находимся в зале «Буддийское искусство». На выставке присутствуют уникальные тханки и буддийские статуэтки. Буддизм является одной из самых древнейших мировых религий. Это не просто религия, это целостная система, включающая в себя философию и особую культуру. Обратите внимание на тханку или танку – это изображение, выполненное в виде свитка минеральными красками на холсте. Перед вами изображение белого старца. Белый старец является символом национальной самобытности калмыцкого народа. Культ белого старца имеет многовековую историю. У китайцев известен как Шаусень, у тибетцев Пэхар, мы же, калмыки, называем его Цаган Ааве. В буддийский пантеон белый старец был включен в 17 веке. Традиционно изображается с посохом в руке, навершие которого выполнено в виде головы дракона, хозяина водных стихий и популярного персонажа калмыцких сказок и легенд.
Калмыцкий чай – это элемент материальной культуры, который есть у всех монгольских племен. Калмыки кочевали на больших территориях, от Дона до Урала и от Северного Кавказа до Средней Волги. Тесное соседство с другими народами и культурный обмен между ними сделали калмыцкий чай очень популярным напитком в этих землях. И сегодня Евгений Бембеев, главный редактор газеты «Калмык Үнүн», расскажет, как варить настоящий калмыцкий чай, как этот напиток связан с кочевой культурой и в чем сакральный смысл помешивания во время варки. Калмык чай. Калмыцкий чай. Этот напиток, он есть у всех монгольских народов, и как и у монголов, так и у нас, он называется «үстя-ча», что переводится с калмыцкого языка как «молочный чай». Да? Вот. Основные ингредиенты, которые составляют этот напиток, это вот такой чай, кирпичный он чай, раньше его покупали в Китае, да, и вот такой прессованный чай калмыцкий, ну, сейчас уже делают уже более такой, как бы, современный вариант, это зеленый чай, да. Следующий ингредиент основной, это, конечно, молоко, сейчас уже такое современное молоко у нас, да, раньше это было кобылье молоко, почему? Потому что калмыки очень много, широко держали как раз именно лошадей, да, потому что, ну, понятно, лошади это были самая основная тягловая сила, когда не было машин и так далее, да, и вот даже наши ханы, майоны, когда делали подношения, допустим, в Тибет, Далай-ламе, калмыцкий хан делал подношения 10-тысячными табунами, да, кто поменьше, там, Нойон и так далее, они делали уже 5000-тысячные табуны, поэтому понятно, какие здесь табуны находились, да, в Северном Прикаспии, вот на Нижней Волге, калмыцкие табуны, и, конечно, было вдоволь молока, именно кобыльего молока, да, поэтому и чай варили раньше из кобыльего молока. Следующий ингредиент, это, конечно, соль, да, почему соль, почему чай соленый калмыцкий, да, дело в том, что Калмыкия это на самом деле самый жаркий регион Европы. Соль, которая добавляется в калмыцкий чай, да, издревле как бы добавляли соль, это тот ингредиент, который как раз и он удерживает влагу в организме. Тысячелетием выработанный тоже получается продукт, да, который необходим организму, да, именно в таком кочевом образе жизни. Да. Вот. На самом деле калмыцкий чай это для калмыка самая первая еда называется. Да. Переводится так. Бумага, говорят, хоть и тонка, является носителем учения. Чай, хоть и жидок, является первой пищей калмыков. Да. У нас любое мероприятие, да, оно обязательно начинается с калмыцкого чая. О калмыцком чае очень много сведений осталось, да, и не только сведений. Вообще многие народы переняли чайную культуру у калмыков, да, народы Северного Кавказа. Если вы поедете в Дагестан, в Кабардино-Балкарию, в Чечню, в Ингушетию, в Адыгею, вас всегда угостят каким-нибудь своим блюдом и преподнесут, скажут, пейте калмак-чай, да, потому что он так у них и называется, калмык-чай. Это как раз именно чай с молоком, который вот, он был заимствован именно у калмыков, ну, там, ну, в 17-18 веках, да, вот, во время как раз именно таких кросс-культурных контактов. Ну, вода закипает, поэтому сейчас мы туда, предварительно мы закидываем туда калмыцкий чай, да, вот так. И ждем, да, когда он закипит. Калмыцкий чай имеет такое свойство, что это вот, он раскрывается, да, отдает все свой аромат, все свои там, микроэлементы, которые находятся как раз именно в чае, да. Это сейчас мы чай пьем, вот одноразовый, да, сами не знаем, да, там чай или пыль китайских дорог, да, поэтому вот, а это чай, лист, так лист, еще 5 минут, и он даст свой аромат. Обязательно делаем вот такое движение, которое называется самарха. Так, после того, как вода закипела с чаем, уже тогда уже заливается молоко, да. Мы говорим сейчас вот готовим молоком коровьим. Все. И
А смотрим, сколько молока заливать, смотрим по насыщенности, когда вот мы делаем вот такое движение, самурджанавидом, да, называется, и смотрим уже на свет. Если он уже такой как бы плотный, да, как бы, значит уже чая, в принципе, молока достаточно, больше не надо. Теперь нам остается только чуть-чуть подождать, когда закипит уже с молоком, буквально 5 минут, и все, чай будет готов. Александр Сергеевич Пушкин, когда проезжая, да, мимо вот калмыцких степей, свое путешествие в Арзурум, да, он проезжал и вот остановился недалеко, вот, кстати, вот по этой дороге он ехал там, да, ехал в это путешествие свое, и остановившись, он увидел такую калмыцкую юрту, да, а в этой юрте была молодая калмыцкая девушка, которая угостила настоящим калмыцким чаем, да, на бараньем бульоне, с бараньими ребрами, да, вот, он напился этого чая, конечно. Буквально он был не более часа, да, но он успел сочинить ей такие стихи, потому что, видимо, ему очень понравилась калмыцкая девушка. Да? «Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей, меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, плосок нос и лоб широк, ты не лепечешь по-французски и шелком не сжимаешь ног, по-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь, не погружаешься в мечтание, когда нет мысли в голове, не распеваешь ма, дове, галоп не прыгаешь в собрание. Что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали. Мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса. Друзья, не все ли одно и то же? Забыться праздной душой, в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой. Эти строки оставил Александр Сергеевич, когда побывал в калмыцкой кибитке. И вот чай, пока мы читали стихи, чай закипел. В принципе, чай уже готов. Немного соли. Да, соль добавляется уже после того, как чай сварится, для того, чтобы дать раскрыться вкусу чая на 100%, да? Потому что если мы сначала соль закинем, а потом чай, то как бы вот не раскроется аромат чайный. Небольшой нюанс – это мускатный орех. Он добавляет аромат в чай. У мускатного ореха еще есть такие антисептические свойства, да? Вот. Ну, его буквально вот так немного крошим туда. Все, калмыцкий чай готов. Сейчас следующий этап. Необходимо обязательно процедить. Все, добавляем масло. Вот, и еще основное действие, которое надо сделать, это зунмяндавчи самарха. 108 раз надо сделать вот такое движение, которое называется наполнение чаем кислородом. Ну, вот хозяйка делает так 108 раз, да, по числу томов в тибетском Ганджуре. 106, 107, 108. После этого обязательно делаю подношение на алтарь. Вот такая, да, древняя калмыцкая посуда. Ахче-ага называется, кленовая чаша. Вырубали вот из дерева, из клена, налив, делали подношение бурхунды. Все. И обязательно, конечно, когда чай у нас преподносит первый, да, чай обязательно произносит юряль, да. Юряль – это благопожелание, у калмыков считается. Берут безымянным, а значит безгрешным пальцем, делают вот такое движение, называется по-калмыцки цацал, да. Цацал – это же это сбрызгивание, да, подношение. Это вот окунтенгрте, да, это небо, да. Газарте, да, это вот земле. Ивкнерте – это предкам, да, и так далее. Вот обязательно делают 3 цацала таких, и после этого уже произносят юряль, благопожелание. Я желаю всем
всего самого наилучшего. Говорят, бумага, хоть и тонка, является носителем учения, чай, хоть и жидок, является первой пищей калмыков. Я желаю, чтобы у вас, у всех все было хорошо, чтобы все были в здравии и всегда жили в процветании и благополучии. Пусть все бурханы вам благоволят. Ваш макияж – это не маска, это форма искусства и, что более важно, форма самовыражения. Профессиональные визажисты не просто накладывают макияж, они создают образ. С помощью правильно подобранной косметики мастера подчеркивают преимущества внешности и камуфлируют недостатки, не превращая лицо в маску. Основные приемы можно использовать и в домашних условиях. Здравствуйте, меня зовут Мира Миронова, и сегодня мы поговорим о подготовке кожи к макияжу. Очищение кожи всегда начинается с тонизирования. Для этого я рекомендую использовать тонизирующий тоник. Тоник может быть любым, специально подходящим для вашего типа кожи. Тщательными мягкими движениями очищаем, вытирая пыль и излишки косметики. Следующим этапом является увлажнение. Увлажнение лучше подбирать по типу кожи. У нас юная девочка, поэтому средство, которое мы наносим на лицо, достаточно легкое и с легким содержанием контроля выделения сальных желез. Задача нашей девочки в течение всего дня проходить с макияжем, не поправляя его. Сейчас я расскажу, как сделать так, чтобы это получилось с первого раза. Ввиду того, что девочка у нас юная, мы используем увлажняющий гель-сыворотку для контроля выделения сальных желез. Благодаря этому девочка наша останется свежей в течение дня. Дополнительным моментом для стойкости может быть фиксатор для макияжа, а также можно использовать цветочную воду. Исходя от состояния кожи и желаемого результата, мы подбираем плотность тонального средства. Это может быть BB, CC. Тон может быть разной плотности. Для юной кожи я все-таки рекомендую средний и полупрозрачный тон. Для того, чтобы все это чуть дольше поносить, я рекомендую легкой вуалью слегка припудрить личико. И для лучшей фиксации можно повторно обработать лицо спреем для фиксации макияжа, либо цветочной водичкой. Надеюсь, мои советы были полезны. Увидимся с вами на следующей неделе. Доброе утро, друзья! В эфире «Музыкальный привет», в студии Вероника Колесник. Каждое утро с экранов мы передаем ваши приветы и поздравления, ведь это всегда мило и неожиданно. Но для того, чтобы ваше поздравление попало в эфир, нужно связаться с нами по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах. Открываем мы нашу передачу с поздравления для тренера по вольной борьбе, учителя физкультуры Шатинской школы Санала Леонидовича Горяева. С 50-летием поздравляет большая семья Минкеевых. Поздравляем нашего первоклассного и любимого тренера. Желаем отменного цветущего, богатырского здоровья, прекрасного, позитивного, радостного, душевного настроя, уважения и благодарности подопечных, новых личных достижений, жизненных побед и признанных рекордов. Никогда не теряйте оптимизма, веры в свои возможности и удачу, которая сопутствует в жизни. С днем рождения! Вот так тепло по-семейному начинается наша рубрика. Мы присоединяемся к поздравлениям и для юбиляра передаем музыкальный подарок. За грядою холмов, как мираж ты встаешь над землею, и горячая зыбь твоих белых домов на глаза набегает слезою. В
невероятной степи. Ты как чистый кристалл, моя маленькая Элиста, моя маленькая Элиста. Над тобою безбрежно небесная синь, льнут к ногам твоим волны ковыли. И сайга чистота мнут степную полынь, покрывая все клубами пыли. И не сразу поймешь, в чем твоя красота, неприметная Элиста, неприметная Элиста. Косяки журавлей над тобою летят, несмолкаема трель жаворонка, а глаза кобылицы с любовью глядят на резвящегося жеребенка. И степи неизмеренная доброта окружает тебя, Элиста, окружает тебя, Элиста. Сердце мягко сжимает щемящая грусть, мы о многом, увы, забываем. В город свой, словно в юность свою возвращусь, мы с ним многое помним и знаем. Как по детству пройдусь по забытым местам тихих улиц твоих, Элиста, тихих улиц твоих, Элиста. Злые ветра тьму приносят песчаные бури, но как солнечный луч согревает искра у калмычки в лукавом прищуре. И природы душа над тобою чиста, моя светлая Элиста, моя светлая Элиста. Гимном жизни звучит жаворонкова трель, сквозь года и седые туманы будут вечно со мной мой цветущий апрель, Элиста и степные тюльпаны. Моя светлая грусть и печаль моя, моя маленькая Элиста, удивительная Элиста, неприметная Элиста, моя светлая Элиста, изумительная Элиста. Сегодня у милой и очаровательной девочки Дарьи Болдыревой день рождения. От всей души с днем рождения поздравляют родные и желают невероятного счастья, радости, добра, гармонии в душе и в жизни. Будь здорова, активна, цени прекрасное в себе и достигай головокружительных высот. Пусть у тебя все получается, пусть никогда не иссякает запас хорошего настроения. Милая, пускай все, о чем ты мечтаешь, осуществится. С днем рождения тебя! И для тебя, Дарья, мы дарим этот музыкальный номер.
На сегодня поздравления закончились, а я напоминаю, вы можете присылать к нам в редакцию ваши приветы любым удобным для вас способом. Все контакты вы видите на своих экранах. Мы обязательно покажем его в эфире нашей передачи. Ну а нам пришла пора прощаться. Я уверена, что все прозвучавшее в нашем эфире непременно сбудется. Всем радости, душевного уюта и хорошего настроения. Всем пока-пока! Сегодня 7 июля. Звезды советуют всем знакам зодиака проводить важные деловые переговоры, начинать новые проекты и максимально активно проявлять себя перед руководством. Гороскоп на 7 июля 2021 года уверен, все это поможет вам достичь успеха в работе, улучшить свое материальное положение. Не исключены выгодные коммерческие сделки и даже выигрыши. А наш эфир подошел к концу. Всем желаю прекрасного настроения на весь день. Пока-пока!